Не, убегать там вдруг вопрос. Оксана Сергеевна. Не, я честно посижу тихонечко. Я имею в виду 11 класс, да, до 1 марта. Ладно, я вас потрясу. Почему? Не так и сильно, чтобы не осталось. Ну, да, я вас видела. Слушай, ну скажите, я просто буду обещать, с утра слишком можно спросить. Коллеги, добрый день. Можете в чате откликнуться, как меня видно, слышно? Так, а у нас туда не будет выходить. Нам надо... А вы планер никакой не используете? С компьютером, все понял. Коллеги, мы начинаем сегодня работу нашего круглого стола. Из опыта работы в государственной информационной системе электронное образование данный круглый стол предполагает рассмотрение таких важных вопросов для всех, наверное, с некоторыми нюансами. И мы сегодня включили как раз те вопросы, которые наиболее часто задаются нам, педагогами. И есть образовательные организации, в которых эти вопросы достаточно хорошо уже отработаны, идут. Ну, предполагается, что данный круглый стол мы будем проводить более-менее регулярно, по мере поступления вопросов от вас и по мере того, как вы будете делиться своим опытом. То есть у нас есть организации, у которых есть вопросы, а есть организации, которые уже эти вопросы решают и решают достаточно успешно. Поэтому работа этого стола будет зависеть, конечно, от нашей активности. Сегодня мы предполагаем рассмотреть вопросы отчетности по образовательной организации, вопросы составления плана контрольной работы и как результаты этой контрольной работы отслеживать в модуле МСОКа, например. Попробуем остановиться на создании портфолио. Сейчас в новой версии появилось уже создание аттестационного портфолио. Дальше. Ну и по мере поступления вопросов, возможно, еще рассмотрим какие-то другие вопросы. На следующий семинар, в принципе, есть договоренность с управлением по надзору и контролю, чтобы я попросил их подготовиться и выступить вот по тем моментам, которые они проверяют в ходе своих проверок, что они проверяют в электронном журнале. Какие замечания, может быть, есть по организациям. Если у вас были проверки, есть какие-то замечания, хотелось бы, чтобы вы поделились, чтобы исключить данные ошибки в других образовательных организациях. Мы начнем сегодняшний наш круглый стол. И я сейчас предоставляю слово Шуктомовой Оксане Сергеевне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе лицея народной дипломатии города Сыктывкара. Оксана Сергеевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Честно не скажу, не зная нашу аудиторию, начнем с того, что в нашем лицее электронный журнал работает уже 4-й год, поэтому в отличие от некоторых образовательных организаций, мы, скажем так, наверное, чуть-чуть впереди вас, особенно что касается сельских поселений. Я вам сегодня попытаюсь коротко рассказать, скажем так, к чему мы на сегодняшний день пришли, и как заместитель директора, и в первую очередь как учитель, чтобы вы смогли потом довести до своих непосредственно работников. Начнем с того, что электронный модуль «Сетевой город» у нас внедрен полностью в республике, нам от этого уже никуда не деться. И наша с вами главная задача на сегодняшний день – взять максимально с этого модуля для того, чтобы облегчить работу именно учителя-предметника и заместителя, постараться непосредственно уменьшить, возможно, свою какую-то отчетность, а в первую очередь сделать более открытым электронный журнал для родителей, для учащихся. Итак, в первую очередь, конечно же, наша главная проблема
и в том же один из инструментов повышения качества образования – это непосредственно электронный журнал. Ну, если посмотрим, да, что такое качество образования, то это комплексная характеристика, да, выражающая степень соответствия, ну, в ГОС, а сейчас пока с 8 по 11 класс в ФК ГОС, исходя из статьи Закона об образовании. И вот мы с вами должны на сегодняшний день максимально использовать возможности электронного журнала для того, чтобы выполнять требования законодательства. Так, куда мы должны? Вот так, наверное, да? И оказывается, да, благодаря электронному журналу, вот если аттестацию итоговую мы с вами сможем только прогнозировать, есть у нас в модуле МСОКа такое, как прогноз участия, не прогноз положительного участия в государственной итоговой аттестации, а вот промежуточную аттестацию, да, и для того, чтобы выстраивать индивидуальный образовательный маршрут, электронный журнал нам с вами очень поможет. И к тому же, да, наперед заглядывать, чтобы внутренняя система оценки качества работала не просто для статистики, а помогала увидеть вектор развития вашей образовательной организации. Ну вот я сегодня хотела бы остановиться в первую очередь на среднем весе отметок. Разрешите, пожалуйста, я зайду... Так, я отключаю, да? Разрешите... Угу. Разрешите, пожалуйста, я зайду под своим именем, чтобы вам уже непосредственно транслировать журнал. Так, не надо не через госуслуги, я так должна зайти. Вы, в принципе, тоже можете открыть параллельно, если у вас есть такая возможность, свой журнал. В принципе, да, электронный журнал нам помогает как раз избавиться от того, вот всегда мы говорили еще лет 5-10 назад, что пятибалльная отметка для нас уже, в принципе, не актуальна. Она для нас даже не пятибалльная, а трехбалльная. Мы ставим 3, 4, либо 5. Вот электронный журнал помогает создать интегрированную средневзвешенную отметку. Если вы посмотрите, и если в вашей школе это уже разработано, я возьму на своих классах, чтобы никого, скажем, из сотрудников. Вы заметили, да, что после обновления теперь журнал не открывается автоматически, и у родителей, кстати, то же самое. Некоторые родители считают, что они не могут зайти в журнал. Вы им на собраниях, либо классные руководители, пожалуйста, покажите, что нужно нажимать каждый раз кнопочку «Загрузить». Так вот, если вы в журнале зайдете, да, в тему уроков и задания, вы заметите, что напротив каждого задания проставляется вес отметок. Самой программой заложено, что вес отметок, если ничего не менять, будет проставлено 10 баллов. И вот уже на уровне своей образовательной организации вы, пожалуйста, определитесь. Вообще от 0 баллов до 100 баллов возможно изменять вес отметок. Вам вот необходимо собраться с методическими объединениями, да, чтобы учителя собрались, и используя те задания, а у нас, если вы заметили, очень много теперь видов заданий, те задания, которые, допустим, математики используют у себя, либо, например, учителя географии, вот из всего этого перечня выбирают, и, исходя из сложности заданий, их необходимо для каждого задания проставить вес отметок. Наша образовательная организация работает с весом отметок минимальный, да, допустим, это ответ на уроки, либо домашние задания с 10 баллов. Я знаю, что в России во многих образовательных организациях принято, начиная от 1 балла и до 10. У нас от 10 баллов и выше. Максимальный вес отметок нашей образовательной организации – это промежуточная аттестация по итогам года, либо защита научно-исследовательской работы 50 баллов. Вот если посмотреть, какими, да, мы пользуемся у себя, допустим, прежде чем мне выставлять журнал, так, вот вес отметок. Что касается нашей кафедры, так, вы меня учили, увеличилось. Так, вот так вот, наверное, да, правильно. И я тогда не смогу... Берем рукой, тащим вниз. Рукой берем, тащим вниз. Да. Рукой берем, вот, все, спасибо, да. Вот посмотрите, пожалуйста, да, допустим, на нашей кафедре.
письменная домашняя работа есть просто домашняя работа, то есть это зависит от того, я даю просто выполнить упражнение, а может быть я задаю уже каждому индивидуально ответ на уроки, и уже посмотрите, пожалуйста, у себя, да, что вы хотите, как разделите. Может быть у вас тематическая работа, комплексная работа. Выбор заданий после обновления стал очень и очень большим. Если вы посмотрите, на самом деле удобно. Здесь есть и математический диктант, у географов работа с контурной картой, даже есть нормативы выполнения ГТО. То есть каждое задание вы можете поставить проболовку, и тогда уже внутренний калькулятор, то, что у нас имеется в электронном журнале, да, вы будете выставлять обыкновенную отметочку. 5 баллов, 3, 4. Но понятно, что 5 за домашнее задание и, допустим, 5 за контрольную работу, они будут иметь разный вес. Внутренний калькулятор в этой системе, он все будет просчитывать. То есть, например, если бы мы посмотрели, скажем, да, вот возьмем там на примере Глеба Буканова, если посмотреть в среднем, вроде бы средний балл должен быть 4,5. Но так как у него по, скажем так, тяжелым работам, по более ответственным работам, мониторинговым, вы видите, да, есть 4 либо 3 отметка, тем самым средний балл у нас понижается. Я думаю, что это в принципе справедливо. Единственное, что вы, конечно же, этот вес отметок на первом родительском собрании до родителей и, конечно же, до учащихся должны доводить. Потому что если родитель не в курсе, он придет к вам и в первую очередь скажет, что у меня все там 3-4, да, все в пятерке стоят, почему вы мне ставите, ну пятерки, конечно, нет, четверки стоят, почему у моего ребенка за четверть вышла, допустим, 3. Что еще, наверное, удобно и вам, как учителю-предметнику, и нам, как заместителям директора? Вы знаете прекрасно, да, что теоретическая часть рабочей программы учебного предмета всегда должна быть выполнена в полном объеме и, в принципе, она должна быть выполнена на положительную отметку. Обычно под теоретическая, практическая часть. По крайней мере, вот у нас, да, по физике практическая часть – это лабораторные работы, либо это у нас практические работы, либо контрольные работы, а может быть даже прописана в КТП, скажем, самостоятельная работа по основам МКТ. И вот мы договорились и уже 2-й год работаем так, что любую практическую часть, которая обязательна для выполнения, мы выделяем розовым цветом. В журнале розовым цветом выделяется только определенный вид работ. На сегодняшний момент это тематическая работа, это контрольная работа, это тестирование и диагностическая работа. Вот, еще лабораторная. Вот еще лабораторная работа. Вот если я наведу курсор, вы увидите у меня, что если мы сюда зайдем и посмотрим, это у меня как раз, нет, это контрольная работа. А если вернемся, да, вот лабораторная работа, наверное, я как раз вас не права, она, наверное, не выделяется. Сейчас посмотрим. Мы ее там выделяем как тематический контроль. Так, да, вот, пожалуйста, лабораторная работа по определению, да, влажности воздуха. Сама лабораторная работа не выделяется, поэтому, когда вид задания, я выделяю как тематическая работа. Вот что для этого нужно сделать? Вспоминайте, у вас всегда автоматически проставлена домашняя работа. Там, где задание, вы выбираете новое задание. И вот если вы здесь в типе выберете контрольное, диагностическое, потом у нас с вами идет тематическая работа или тестирование, у вас эта графа будет светиться розовым цветом. И тогда уже и вам удобно, открывая журнал, проверять, да, когда вы будете выставлять полугодовые или четвертные отметки. Заместителю директора удобно проверять. Вот на сегодняшний день мы видим, что контрольная работа у меня, допустим, не всеми учащимися, да, освоена, то есть им нужно прийти пересдать. Или лабораторную работу, кто-то вот отсутствовал, эти учащиеся должны будут прийти и выполнить ее. Потому что если пока вот здесь не будут стоять положительные отметки, и каждый учащийся не выполнит этот вид работ, мы не имеем права ставить ему оценку за период. Вот это, пожалуйста, я думаю, что это удобно. Многие школы уже пошли точно по такому же пути.
Второе, что, и это мы больше уже используем, наверное, с января месяца после обновления, то если раньше, года 2 назад, да, мы просто в домашней работе писали, допустим, упражнение 13, упражнение 17, а когда мы с вами выбираем вид задания, можно я вернусь, чтобы вам тоже показать, вот берем любой урок, сейчас, минуточку, когда мы выбираем вид задания, сюда возьмем, допустим, возьмем, вот сюда, новое задание, да? Я, допустим, хочу здесь поставить, на уроке я провела самостоятельную работу. То, в принципе, тип задания будет самостоятельная работа, а тема задания, это автоматически копируется тема урока. Но вы, наверное, со мной согласитесь, что это не совсем правильно. Все-таки мы должны прописывать, что непосредственно мы проверяем этим заданием. Таким образом, так, это я уже убежала, извините, пожалуйста, сейчас мы вам покажем. Я вам тогда открою. Это очень легко посмотреть, когда открываем вот темы задания урока. Сейчас, минуточку. То есть правильнее и для проверяющих, и администратору, да, я имею в виду, что замдиректора, чтобы я действительно проверила. Вот есть у меня тема измерения скоростей молекул. А что же я как учитель делаю на этом уроке? Вот у меня, пожалуйста, да, тема задания у меня, может быть, здесь, наверное, была письменная домашняя работа. Что конкретно я проверяла, да, изучить опыт Штерна и понять методы вычисления средней скорости молекул. То есть вы пишете то действие, да, то, что проверяете. То же самое и с домашним заданием. Ведь правильно, не просто упражнение такое-то, параграф такой-то, а выучить формулы, заполнить, выполнить тест. Ну и здесь же очень часто, конечно, вот мы прописываем, у нас очень многие учителя, я тоже применяю, то есть мы высылаем при помощи сообщения, да, вы знаете, что здесь возможно общение, мы высылаем домашние задания. Вот если мы зайдем сюда, то есть я так и пишу, допустим, выполнить задание 1.3 выслано в сетевом 27 февраля. Если мы с вами посмотрим, вот у нас, допустим, полностью 10 класс, да, замена не надо. Быстренько показать, просто не все, даже почему-то очень многие не пользуются активно вот этой перепиской, а она на самом деле очень полезна. Так, я, наверное, смотрю входящие. А зачем по почте еще, если они видят это в дневнике? Нет, они видят в дневнике только что выполнить, а мы очень часто свои... Да, вот смотрите, вот, допустим, домашнее задание по физике на четверг, да, мы с вами выбираем, и вот у меня полностью прикрепляю файл, где у меня там может 5 задач, да, они не из задачника, если я хочу свое индивидуальное задание. Можно конкретно всем учащимся выслать, а можно непосредственно каждому. Но я думаю, что этот инструмент вы все освоили, да, создать кому. Очень удобно создавать, если вы здесь выберете классы. Вот у меня, допустим, да, 10 бета-класс или, скажем, 7 альфа, я непосредственно отправляю всем ученикам. Если у вас есть такие детки проблемные, они у нас тоже бывают, которые дома могут набрать, что домашнего задания не было, в сетевом я ничего не увидел. Вы, пожалуйста, себя подстрахуйте и родителям этого ученика, выбрав их, тоже отправьте домашнее задание. Таким образом, да, если кто-то с вами там надумает прийти разбираться, что вот ребенок утверждает, что ничего мы не получали, вы откроете свою почту и в отправленных посмотрите. Еще даже более приятно, точнее, мы тоже это используем, но дети уже научились. То есть, если вы выбираете, кому выбрать, скажем, вот 7, допустим, да, всем ученикам 7 альфа-класса, здесь напишите там домашнее задание, прикрепите файл и поставите галочку «Уведомить о прочтении», вы всегда увидите, во сколько ребенок открыл этот файл. То есть, допустим, у меня урок начался в 8:15, а он его открыл только в 8:30. Понятно, что я имею право не принимать это задание, да, он его даже не открывал. Вот это что касается веса отметок и что касается, наверное, как более правильно прописывать и заполнять этот журнал. Если вы вспомните, мы ведь так и прописывали бумажный журнал. Тогда любой проверяющий видит о том, что действительно газовые законы вы изучили, вы рассмотрели, да, как бы и в домашнем задании вы детям задали изучить там формулы, и какой-то определенный вид задания у вас был на уроке, вы тоже проверяли применение, скажем, газовых законов.
Вот что по весу отметок, если в принципе, да, я думаю, что практически Как настроить вес? он не настраивается. Вы вот так вот каждый раз, то есть вот зашли, выполнили, и каждый раз, вот получается в классном журнале, сейчас минуточку, вот чтобы я прям покажу путь. Классный журнал, да, вот у меня есть конкретно, вы прописали тему задания уроков, вот 27 числа, да, у меня, допустим, вот выбрали задание, вы его пропишите, ну, я просто напишу, допустим, проверка формул, да, выбираю, скажем, у меня здесь прямо есть знание формул, я помню, что периодически, вот, да, знание формул добавить. Вот у меня задание добавлено. Возвращаетесь в классный журнал, а мы с вами это сделали 27 февраля, если я не ошибаюсь. Выбираете темы задания, а проверка формул у меня, если я не ошибаюсь, 20 баллов весит. Вот выбираете, возвращаемся на 27 число. Вот видите проверка формул? Встаете, редактируете и проставляете те баллы, которые вам необходимы. Не забывайте только сохранять. И все, пожалуйста, вот эти баллы у вас проставлены. Ребенок вот этого не видит. Ребенок видит у себя только, что у него, допустим, 18 января самостоятельная работа на решение задач на уравнение Клапейрона-Менделеева и вес отметки. Вот это они в своем дневнике также и родители могут просматривать. Что касается... То есть видят оценку и вес. Да, они видят оценку и вес. Причем дети, они начинают потом хитрить. Они пересдают или пытаются улучшить только отметки с более высоким весом. Зачем им можно даже, пусть 2 будет за домашнее задание, да, скажем, или 3. Она, говорит, сильно балл не поднимет. Здесь, кстати, в журнале тоже, если стоит точка, а это задание обязательно для всех, то вот эта точка, она автоматически понижает средний балл. То есть как да, прямо внутри оно как бы, что точка, что двойка, да, это долг, оно видит его определенным долгом. Что касается непосредственно вот выставления полугодовых, да, или отметок за период. Ну, вспомните, если у нас было раньше, мы прямо с вами считали, сейчас за нас это делает калькулятор, и вот если у нас была ситуация 3,78, вспомните, мы всегда в пользу ученика выставляли 4 балла. Вот здесь вы, пожалуйста, тоже в своем положении пропишите, потому что, допустим, в нашей организации этого недостаточно. У нас это на сайте у вас либо внутри самого журнала будет выставлено. Вот согласно выставлению итоговых отметок, сейчас минуточку оно откроется, допустим, во-первых, у нас отметка 3 ставится только, когда средний балл не менее 3,0. Я знаю, что в некоторых школах 2,97, 2,78 уже выставляют средний балл как 3. У нас нет, не менее 3,0. И допустим, что такое отметочка 4, да? Отметку 4 ученик заработал, если имеет средний балл от 4 до 4,49. Либо, если у него, скажем, отметка 3,78, я поставлю ему 4 только в том случае, вот я прям зайду в журнал 3,78, да, у нас, скажем, у Данила, если я не ошибаюсь, да, я его поставлю только в том случае 4, если не менее 50% практической части, то есть розовых столбиков, выполнено на 4 и выше. В данном случае вы видите, во-первых, двойку нам нужно будет пересдать, да, но вот на сегодняшний день, где вот у меня нет таких, просто, кто у нас, скажем, вот здесь вот, допустим, да, 4,42, ну, Света Турубанова, я ставлю отметочку 4, потому что средний балл от 4 до 4,49, даже не смотрю на розовый цвет, а вот, допустим, 3,63, да, я буду смотреть, на сегодняшний день у меня 1, 2, 3, 4, 5 розовых столбиков, то есть у Вики не менее 3 должно быть выполнено на оценку 4 либо 5. Остальное все получается, значит, отметочка 3, даже если средний балл выше 3,5. И вот это детям тоже нужно донести. Родители привыкли, да, что всегда в пользу ученика, скажем, 3,5 и так далее. Вот если оценка за год, там уже тоже вы, пожалуйста, у себя пропишите. У нас учебное заведение, все учащиеся обучаются по полугодиям, поэтому первое полугодие, второе, скажем, первое полугодие 4,
второе полугодие 5. Что же нужно выставлять? В этом случае мы заходим в отчеты. Я вот, правда, сейчас, вы меня извините, могу не с первого раза открыть отчет. Заходим в отчеты, и называется, у нас есть отчет об успеваемости, наверное. Сейчас, секундочку, я могу просто, вот, допустим, 10 Б физика, да, вот скажем, мне нужна, ну, пусть та же будет, пусть Вика Козлова, да, Козлова Вика, у которой, скажем, за первое полугодие будет 4, за второе полугодие будет 3. Так вот здесь прописаны все виды заданий. И вот если у нее средний балл 3,81, это за все задания в течение года, то есть первое полугодие 3, второе полугодие 4, но средний балл по всем заданиям 3,81, больше 3,5, я за год ей поставлю 4. Если бы здесь было 3,39, несмотря на то, что первое полугодие 3, второе 4, за год бы я ей поставила 3. Ребенок этот отчет не видит. Поэтому, когда спорная оценка, вы каждого приглашаете и показываете, чтобы было все справедливо. Либо если приходит родителям. А можете даже в конце концов вот напечатать и отправить также файлом этому ребенку. Тогда родители все это видят, дети все видят, никаких претензий к вам нет, никакой предвзятости к этому ребенку тоже нет. Вот это то, что касается веса отметок и заполнения электронного журнала. И немножко я бы, наверное, еще хотела остановиться. Да, во-первых, что удобно еще, по крайней мере, город Сыктывкар, я думаю, многие образовательные организации также. Мы на сегодняшний день, да, сетевой город можем использовать для обмена, скажем так, не то чтобы закрытой информацией, а информацией, которая содержит персональные данные, со своим управлением образования. Допустим, вы знаете, сейчас вот вы сдавали, да, базы выборки ГИА-9, ГИА-11, чтобы не идти в управление, особенно если это в муниципалитетах и районы имеют большую площадь. Вы можете точно так же сообщением, у вас у каждого в сообщениях создать, ну, я думаю, вы, наверное, все это умеете, просто выбираете не свою организацию, да, а в данном случае вы выбираете либо управление образования, да, либо я могу также послать сообщение, допустим, необходимо мне послать учителю, да, из там, ну, любого, вот здесь выбираете, кого хотите, и также можете либо ученика, либо учителя. То есть обмениваться не обязательно по электронной почте, да, если у вас нету номера, так сказать, адреса электронной почты. Через сетевой город этот обмен также может происходить. Второй вопрос, на чем бы я хотела остановиться, что на сегодняшний день, даже когда еще не было блока аттестация, да, но в блоке ресурсы был личный портфолио, так вот, в нашей образовательной организации каждый учитель ведет свое портфолио. Оно, конечно же, не полно, скажем так, не совсем соответствует, может даже совсем не соответствует тому портфолио, который требуется на сегодняшний день для аттестации, но цель этого портфолио максимально собрать информацию за аттестационный период, и когда человек пишет аттестацию, он не бегает по заучам, не ищет отчеты, а у меня здесь все уже предусмотрено. Вот если мы с вами посмотрим, хочу сказать сразу же, разделы, названия разделов вы можете составлять сами. Это мы еще года 2 назад, когда решили на своем педсовете, пока придерживаемся такой формы портфолио. Возможно, мы его переделаем. То есть, если это общие сведения, мы договорились, что это ссылка на тот сайт, который вы ведете, да? В разделе аттестация, допустим, результаты освоения учащимися образовательных программ. То есть в конце каждого полугодия, либо в конце каждого года вы как учитель-предметник распечатываете свой отчет, ну вот допустим, да, там называется он отчет об успеваемости учителя-предметника. Вы его просто сохраняете. И когда придет время мне писать портфолио, за 3 последних года я спокойно смогу посмотреть у себя, да, успеваемость. Самое интересное, вот это вот то, что мы не любим, да, степень обученности учащихся, который считается по сложной формуле. Здесь все видно. Это первое. Второе. Вы сами видите динамику, вы спокойно распечатываете этот отчет, его просто заверяете
перечисляют руководители вашей образовательной организации, и понятно, что у аттестационной комиссии нет никаких претензий, да, верные ли цифры вы подали. То есть здесь уже все у нас с вами присутствует. Единственное, что так как учебный год закрывается, пусть ваши педагоги не забывают в конце учебного года этот отчет у себя скачать и сохранить. Даже если вы это уже не сделали, но не первый год пользуетесь электронным журналом, ваш администратор, а обычно это тот, кто заполняет, да, электронный журнал, либо это заместители, все заместители директора, имеют доступ, они могут зайти в прошлые учебные года и этот ваш отчет взять. Ну, то, что касается профессионального развития учителя, почему вот здесь хорошо, да, то есть мы сканируем, и все мои сертификаты, дипломы здесь уже присутствуют. Я когда буду писать, допустим, за 5 лет, какие курсы повышения квалификации я проходила, во-первых, я беру отсюда все, что есть, также распечатываю удостоверение и предоставляю. Здесь уже, если классным руководителям, я думаю, что в каждой вашей образовательной организации, да, есть, ну, критерии, мы так назвали критерии профессиональной деятельности учителя. У вас они называются, даже не знаю, как вот то, что мы говорим, наверное, критерии эффективности работы, да, вот по разным полугодиям, потому что зачастую вы там тоже что прописываете? Ваше участие как учителя предметника в открытых уроках, участие ваших детей, да, допустим, в олимпиадах и в конкурсах, за что вы получаете баллы, а потом дополнительную оплату. Что касается учебно-материальной базы, здесь мы тоже, то есть мы договорились, то есть каждый учитель, если он открывает этот раздел для учителей, то для своих детей, для своих учащихся, то здесь, допустим, да, по каждому предмету у вас есть какие-то свои ссылки, свои ресурсы образовательные, которыми вы используетесь. Либо здесь, допустим, да, кто активно пользуется, скажем, Google Диском, когда вы создаете свои тесты для онлайн-тестирования учащихся, можете разместить. В раздел «Документы», наверное, это сейчас уже должно называться не «Документы», мы сейчас, как бы, если вы видите, да, так же, как и мы, размещаем, стараемся размещать это тексты промежуточной аттестации, да, то, что обязательно, если вы знаете, то за последние 2-3 года в 4 вариантах с кодификатором, со спецификацией. Поэтому, чем потом искать, вот сюда положили, отсюда вы спокойно возьмете. Ну, общественная деятельность, я тоже не знаю, это уже, скажем, немного другой, да, там у нас было развитие учителя, здесь уже непосредственно, когда мы предоставляем свой опыт, скажем, да, либо общественное признание, какими грамотами вы награждены. Еще раз говорю, вы можете создавать свои разделы. Вы просто для себя решите, и каждому учителю это нужно донести. Когда у него все лежит в одном месте, потом он берет, открывает, как необходимо создавать портфолио, половина информации у него уже присутствует. Не надо бегать, ничего собирать. Но, если вы видели, то у нас после обновления появился модуль, да, аттестации, там есть педагогическое портфолио. Возможно, еще не все это сделали, но на сегодняшний день, по крайней мере, в нашей образовательной организации, мы попросили всех педагогов, что касается тоже меня, вы берете свой диплом, да, и здесь непосредственно, если вы помните, что диплом об образовании, то есть полностью информацию с дипломом, годы обучения, дата выдачи, серия, номер, причем, допустим, без серии даже он не даст вам сохранить. Можно диплом об образовании, также курсы повышения квалификации. Здесь уже, да, есть раздел научно-методическая деятельность, причем, если вы посмотрите конкретно, да, не нужно прикреплять сюда документ. Здесь, где вы участвовали, и там прямо вот ссылка, да, электронный адрес публикации. Я так думаю, что, скорее всего, если это удастся, да, и Институт повышения квалификации сможет иметь доступ к этому портфолио, ну, некоторую часть документов не надо будет предоставлять. То есть они посмотрели по этой ссылке, прошли и действительно видели, что я, да, автор работы, и она была там опубликована в таком-то сборнике. Вот здесь немножко пока недоработан результативность образовательной деятельности учителя. Написано, что результаты освоения образовательных программ по результатам промежуточной аттестации нет. Здесь просто годовые, на самом деле, итоговые отметки.
То есть это не промежуточная аттестация, да, вы знаете, что промежуточная аттестация по итогам года либо за уровень образования, это нечто другое. Но тоже то, что на 4-5, это то, что мы с вами говорим непосредственно, да, качество образования называли. То есть вот здесь, наверное, его нужно слегка будет переименовать. Что касается прикрепленных файлов, вот я думаю, что одним из круглых столов тоже вот с центром аттестации, если они бы тоже с нами встретились и объяснили, что они отсюда могут взять, мы бы понимали, что сюда можно прикреплять. Чтобы вот такие талмуды, они действительно талмуд 8-10 сантиметров, учителям можно было не носить с собой. Но они сейчас, в принципе, принимают уже тоже в электронном виде. Так, вот я вижу, простите меня, пожалуйста, болтаю, что у нас есть еще и чат. Скажите, пожалуйста, предполагается ли включение работ в форме ГИА 9-11 классов в шкалу оценивания? Включение оценивая работы, я так понимаю, вы имеете в виду те диагностические работы, да, которые вы проводите на уровне муниципалитета, скажем, или школы. Вы тоже можете, если в КТП у вас заведено, а если не заведено, то вы делаете в журнале просто как отдельным заданием, и, пожалуйста, конечно, заложите, да, тоже и вес отметки тогда будет более высокий, и дети будут, да, как бы положительно настроены на хорошее выполнение. Что касается еще ресурсов, хотела бы ответить, да, портфолио проектов, это тоже будет, наверное, очень актуально. Мы знаем, что сейчас у нас, да, кто, семиклассники, а когда они будут девятиклассниками, они у вас у всех будут защищать или, возможно, уже защищают различные индивидуальные проекты. Вот здесь можно также будет их показать. Но у нас на сегодняшний день, допустим, да, в 8 классе на уроках технологии, это уже не первый год, дети защищают либо групповые творческие проекты, либо групповые проекты, либо индивидуальные. И вот вы тоже можете разместить, пожалуйста, да, что хотите здесь, в принципе. Здесь как у нас оценивается, либо, допустим, у вас каждый год проходит, скажем, дебаты или еще какие-то виды. Вы вот сюда информацию об этом виде проекта можете, пожалуйста, положить, дети могут заходить. В ресурсах еще одно время очень как бы активно мы использовали, сейчас, наверное, очень большой просто объем всяких документов, но вы знаете, что есть, да, документы, причем меня здесь больше волнуют внутренние документы, те документы, которые будут видеть только работники вашей образовательной организации. Что сюда хорошо тоже, вот когда приходят различные итоговые приказы с управления образования, то есть участие учителя-предметника, допустим, да, итоги интеллектуального марафона на уровне управления образования. Понятно, что учитель потом, через 2 года, да, когда будет аттестоваться, вспомнит, что, скажем, в 2015 году мои дети заняли 1 место там, в конкурсе песни на французском языке. Где он найдет это подтверждение? Вот когда вы во внутренние документы это все положите, тогда учитель сможет уже взять то, что ему необходимо. Да? Допустим, там, итоги республиканской олимпиады, Всероссийской олимпиады школьников. И вот классное руководство, может быть, как ваш класс участвовал ко Дню Победы. Ну, понятно, что, в принципе, учебный план и календарный учебный график, это вы делаете открытыми документами, они должны быть у нас с вами, да, проставлены. Ну, вот здесь тоже вы можете сами менять. Вот все, что касается этих разделов, вы можете изменять. Но документооборот, как бы, он такой большой постоянно идет, вам необходимо, чтобы кто-то за этим постоянно отслеживал, да. Что вы для себя примете в организации, да, вот мы решили, чтобы нам удобно было брать, где в каких конкурсах, вот эти итоговые приказы по конкурсам различным мы размещаем. Мы решили, что вот это мы будем с вами использовать. Ну и, наверное, последнее, что бы еще, да, хотелось, что в этом году, конечно, очень хорошо, что карантин нас миновал, да, обычно каждый год у нас 2 недели учебного процесса, либо дней 10 это дистанционное обучение. Понятно, что как раз сетевой город тоже помогает организовать дистанционное обучение. То есть даже не столько, вот скажем, просто мы с вами направляем, да, задания. В нашем лицее дистанционное обучение 2-й год уже организовано при помощи Google сервисов, но ссылки на Google, да, на всякие конспекты уроков мы размещаем здесь, причем на новостной доске. То есть у нас очень активно используется доска объявлений. Какие конкурсы, замены или что, то есть когда может зайти и ученик, да, вы когда открываете и учитель, и учащийся. Помимо сообщений, здесь вот мы также отправляем.
Я думаю, что, наверное, все. Вот что касается, может быть, еще чуть-чуть модулем сока. Скажу так, что в принципе, я так понимаю, что в нашей республике он не работает в 100%, он как будто бы не полностью закуплен, вот насколько мы смогли как бы изучить этот модуль сока. Либо еще одно, нужно договариваться прямо вот, как сказать, муниципалитету, вот если проводим мы диагностические работы на уровне города, да, и если мы будем, вот нам расскажут потом, как протокола вбивать, сразу же забивать все эти отчеты на уровне муниципалитета, и тогда видно будет, конечно, сразу же в разрезе, да, как наша образовательная организация выглядит, и мы знаем, что, допустим, диагностическая работа по математике в 9 там, или в 11, она ведь очень много, на 90% похожа по той демоверсии, которая выкладывается на ФИПИ. Поэтому уже заложить туда протокол работы, да, то, что проверяется в каждом задании, будет легко, и он будет практически повторяться, слегка его изменять. Вот что касается прогноза ОГЭ и ЕГЭ, чем, наверное, он хорош. Здесь вы в ОГЭ и ЕГЭ, пожалуйста, положите так, здесь для прогноза, допустим, да, здесь вот не буду выбирать, потому что у детей не спрашивала разрешения, настройкам для прогноза. Здесь, пожалуйста, вот ЕГЭ пробаловку. Понятно, что мы за ЕГЭ уже не выставляем баллы, но вы приняли, допустим, диагностической работы, скажем, английский язык из 59 первоначальных баллов это 5, менее, скажем, понятно, что вот здесь у нас будут стоять те баллы, да, вот здесь до тройки, которые минимальный порог. Вот если вы проставляете, когда он набрал первичные баллы, тогда уже понятно, почему такая отметка. За ОГЭ полегче, потому что у нас есть шкалирование, поэтому в ОГЭ намного полегче становится. Вот я думаю, это основное. По классам отчеты, если вы посмотрите, это несложно. Отчеты действительно можно много, да, делать. Я не говорю вот про отчеты, которые непосредственно вы как классный руководитель там, об успеваемости ученика. Если вы посмотрите в АМСОКа отчеты свои, да, своего класса, а есть отчет там разрез контрольных работ за первое полугодие, вы увидите сразу. По математике было 4 контрольные работы, да, и вот, допустим, там 3 из них средний балл 4,5, в одной, допустим, 2,8. Тогда уже действительно с учителем-предметником есть на чем подумать, да, либо эта тема не усвоена, либо она, допустим, не в полной, там, побольше часов нужно положить в рабочую учебную программу, но вы просматривайте, пожалуйста, эти отчеты, они очень много информации дают, и в первую очередь, когда родители, если приходят с какими-то претензиями, вот посмотрели, все видно, да, что у него, допустим, по всем предметам средний балл 3,0, а не конкретно там, по математике, и к нему как-то предвзято относятся. Ну, я думаю, наверное, у меня все. Еще раз, розовым цветом. Какие Да. работы вы Итак, освещаете? розовым цветом тематическая работа. Тематическая работа. Сейчас, секундочку, я зайду. Зайдем. Контрольная работа. Тестирование. Диагностическая контрольная работа. Вы знаете, я, честно, не проверяла, может быть, диктант. Просто у меня не бывает диктантов. Вы посмотрите, да, диктант тоже, то есть и сочинение возможно, да, вот посмотрите. Если вот предлагают обратиться к разработчикам, чтобы практические и лабораторные работы тоже подсвечивались, есть ли в этом необходимость? Вы знаете, у вас же вот смотрите, если я вот, скажем, здесь, допустим, выберу... Так, можно вот в тему уроков, да? Вот я вернусь сейчас как раз показать. В принципе, необходимости нет. Почему? Вот, допустим, вот у меня лабораторная работа, вот, лабораторная работа измерения влажности воздуха. Вот она уже в названии лабораторная работа в КТП. Поэтому, если я ее выберу тематической работой, никто же из родителей, да, в журнале... Родители будут как сказать, в своем дневнике видеть, что это лабораторная работа 30 января. Я просто тип работы выбираю для того, чтобы у меня светилось розовым цветом. Поэтому я думаю, что, наверное, ну, если есть такая возможность, можно, конечно, написать, но если нет возможности, не знаю. Написать можем, наверное, как они в принципе, реализуют. Да. Можно. И еще одно, да, вот буквально 3 минутки, вы меня уж, пожалуйста, извините. Что касается отчетов, это я больше уже к тем заучам со страшными отчетами ОШ-1, ОШ-9 и так далее. Вы посмотрите, пожалуйста, помните страшные графы вот по годам рождения, когда мы собирали, писали. Вот этот авторасчет, и если только вы все верные данные внесли, вот оно. Автоматически, да, все, 2 минутки, полминутки, и все по годам рождения, все, что с нас потом требует, мы можем сказать. Но для этого
Да, у нас не так много детей, в отличие от обычных школ. Это, наверное, будет гигантский труд, но если вы сделаете, вам это очень поможет. Про учащихся у нас заведено, в принципе, максимальное количество данных. То есть дата рождения, СНИЛС, что там, свидетельство о рождении, либо паспортные данные. Поэтому очень много что генерируется. То же самое, как и про сотрудников. Карточка Т2 про сотрудников у нас заполнена, в принципе, полностью. И мы систематически обновляем туда те же самые, ну как систематически, раз в полгода курсы повышения квалификации. Да, вот, поэтому вот карточка Т2, вы ее просто берете и, можно сказать, так распечатываете. Но некоторые отчеты вот из этих можно сделать только через, вот как он называется, закрытый порт, да, через VIPNet, через VIPNet, да. Но тоже много, вы отсюда можете много данных взять. Вам нужен ученик, да, если у вас правильные адреса, зашли автоматически, нашли адрес, нашли телефон, позвонили, связались с родителями. Здесь единственное, можно сохранять на любой день. Перейдите, пожалуйста, на титульный лист. Единственное, не закрывать его до тех пор, пока не будет, и там вверху кнопочка есть «Закрыть». Да, вот закрыть форму. да. Закрываем мы его, не нажимайте. Да, нет. Только после того, когда все сверим со статистикой. Да, Андрей Борисович? А вы же можете его вообще не закрывать. Вы экспорт в Excel сделали и уже непосредственно на тот день. А у нас пусть будет открыто. Нет, в конце концов его закрыть все равно надо, потому что вышестоящая организация потом видит, что у вас как бы этот отчет не сдан. То есть не закрыта форма. И, по-моему, в этом случае он не дает. Я чуть-чуть вас поправлю немножко в связи с тем, что сдается исключительно в федеральной статистической форме, и заполняется она по определенным правилам, и не связана никак с ГИСом образования. Закрывать на данный момент эту форму не нужно. Просто для себя контрольные цифры вот эти посмотреть. Да. Но все равно придется их отсюда переносить через Excel. Есть импорт, соответственно, экспорт в Excel. И можно будет переносить в формы отчетности О1, О2. И еще одно, да, хотела, может быть, просто еще не все форму пользуются. Очень удобно для печати аттестатов делать вот как бы непосредственно, да, мы делаем, как правильно, экспорт, да? Экспорт файлов, да. Поэтому очень удобно, ну, по крайней мере, мы работаем с программой аттестат СП, да? Правильно? СП, да, вот аттестат СП. Очень удобно. 11 класс, 9 это почему удобно? Вы знаете, что итоговые отметки, они все перейдут, да, за исключением тех 4 предметов, по которым ОГЭ. А вот 11 класс, ну, там нужно будет посмотреть, как бы в 11, хотя если вы итоговые проставили, а это классный руководитель делает, да, как бы с учетом вот всех средних 6 отметок, тогда, пожалуйста, тоже просто экспортируйте. Очень удобно. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, все идет, и не надо это набивать. Те, кто аттестаты вручную набивали, да, в программе, это почти день уходит, если у вас много учеников. Ну, я думаю, наверное, все. Спасибо большое. Спасибо. Нет, наверное, не закрывайте один вопрос. Наверное, я поняла, когда говорили про настройки, как мы переходим от среднеарифметической на средневзвешенную. Наверное, будет это интересно. Да. Управление? Управление. Ага, настройки школы. Настройки школы. Да, вот здесь вот нужно способ усреднения оценок ниже, еще ниже, да, вот здесь от среднеарифметического нужно исправить на средневзвешенную, чтобы вот этот столбик вес оценки он появился. Да. Для тех, да? Я как бы, оказывается, у кого-то даже нету веса. Конечно, у нас это среднеарифметическое, те, кто не перешел на средневзвешенную. Да, вот видите, я уже всегда работаю, когда видела вес отметок, тогда извините, пожалуйста. Значит, видимо, да, она средневзвешенная. Да. Потому что многие школы, да, они проставляют, как бы, не проставляют, и у них получается, что домашнее задание 5, что контрольная 2-часовая 5, да, и одна будет абсолютно одна и та же. Вы эту функцию сделаете, она как бы столбик покажет сразу. И, ну, я думаю, тоже это как бы мы уж не будем, научились, наверное, да, как и расписание, насколько удобно здесь менять расписание, это уже, наверное, посмотрим. Если кому необходимо, есть, наверное, муниципалитеты, которые только осваивают, они, наверное, сделают к вам запрос. Спасибо большое. Да. Если будут вопросы еще какие-то. Так, ну мы продолжаем дальше. Анна Витальевна Нишинбаева, заместитель директора по научно-методической работе школы номер 36 города Сыктывкара. Попробуем разобраться с протоколами контрольных работ. Ну и некоторыми отчетами СОКа, которые вытекают из этих протоколов. Они практически все вытекают. Добрый день, коллеги. Сейчас я введу тоже свою систему.
Коллеги, как слышно, видно нас, можно в чате на всякий случай проконтролировать нам. Нормально, нет? Отпишитесь в чате. Да. Ну, я, наверное, начну не столько с протокола контрольных работ, сколько с такой небольшой рекомендации. Ну, во-первых, уже велась речь о том, что многие учреждения в этом году проводят проверку. И есть одно из требований – это практическая направленность предметов. И если в КТП такая направленность не отражена в теме, то как можно с помощью электронного журнала доказать, что уроки носят практический характер? Я покажу на своем предмете. Сейчас, одну минуту. Ну, допустим. Значит, КТП, он идет КТП, как обычно, разные темы, и иногда в КТП не пишется, да, что вот здесь вот работа с таблицами. Насколько она практическая, этого нет. Если вы посмотрите, то у меня в журнале, мы с коллегами пришли к такому выводу, у нас в журнале очень много, ну вот давайте сегодня, очень много столбиков, причем те же столбики, темы, вернее, виды заданий, которые не оценены. То есть, если есть задание, и здесь не стоит галочка, что она обязательна для всех учеников, да, то мы просто выставляем те виды работ, которыми мы занимались на уроке, чтобы это видели и родители, и видели те люди, которые в конце концов нас контролируют. Как это выглядит потом? То есть, если вы откроете, если вы уже делали распечатку классного журнала, я применю, пусть будет так. Да, если вы делали распечатку, вот сразу сравнить можно 2/4. Сейчас. Вот у вас идет вот эта табличка. Если вы видите задание самостоятельное, ответ на уроки контрольное. Если вы посмотрите распечатку журнала своей школы, то здесь чаще всего встречается контрольная, ответ на уроки. Ну, то есть вот перечень не очень большой. А вот дальше, когда мы озадачились этим вопросом, то вот здесь вот независимо от темы, если стоит слово практическая работа, вот, да, письменный ответ, то есть видны те виды заданий, которые мы с учениками выполняем на уроке. И это является хорошим аргументом для того, чтобы обозначить практическую направленность предмета и показать именно те технологии, которые вы используете у вас. Потому что на самом деле вот в школах, если посмотреть, ну, по своим коллегам скажу, да, вот здесь вот все время либо контрольная, либо ответ на уроки. И спектр очень маленький. Вот здесь вот, в принципе, сразу видно, чем мы занимались на уроке, и родителям видно, и детям видно, даже если не стоит оценка. Вас никто не обязует заводить столбик и сразу выставлять оценку. Это может столбик просто остаться как вид работы на уроке. Вот. Это как в дополнение, да, к тому разговору, который мы вели. Ну и что касается протокола контрольных работ. Протокол контрольных работ заполняется не только при контрольных работах. Если вы выбираете тестирование, заполняется протокол, автоматически он вам выдает. Вот сегодня, кстати, у меня было тестирование, вот уже протокол. Я сейчас пошагово покажу, как это делается. Протокол он сразу появляется. Контрольная работа, диагностическая контрольная работа и, по-моему, диктант, да, если не ошибаюсь, да. Диктант тоже заполняется протокол. Как это дело делается? Значит, если мы в задании выбираем контрольная работа, добавить, нам система сразу предложит заполнить этот протокол. Допустим, мы не готовы, мы только ее провели и обозначили. Уходит какое-то время на проверку, мы можем вернуться сюда же, и вот здесь у нас появится вот такой вот тетрадный листочек или лист дневника, как угодно, который называется протокол контрольной работы. Я нажимаю, конечно, я уже обозначила тему, да, как коллега предыдущий показывал. Значит, план контрольной работы с правой стороны. И я начинаю добавлять по каждому заданию. Добавить. И первое задание. Выбираю уровень сложности. Ну, как правило,
Первые несколько заданий – это базового уровня, и далее идут задания повышенной сложности. Далее я выставляю максимальный балл за вот это задание, только за это задание. Допустим, первое задание было тестовое, нужно было ответить на вопрос какой-нибудь, еще что-нибудь. Итак, максимальный балл выставляется 1. Да, вот, допустим, у меня верный ответ. Далее, в кодификаторе. Если этот кодификатор прикреплен, я сейчас чуть позже покажу, где он прикрепляется, где он должен быть. Если такой кодификатор есть, из кодификатора я выбираю. Ну вот сегодня, например, вот мы вспоминали немножечко Word. И контролируемые элементы содержания автоматически у вас выйдут. Если этого недостаточно, этих КИМов, недостаточно, дополнительно вручную вы можете прописать именно тот компонент, который вы контролировали. Поскольку мы уже год работаем с протоколом контрольных работ, мы пришли к выводу, что те КИМы, которые разработаны нами, они должны вот с данным кодификатором сочетаться. Поэтому мы соотносим их все-таки с КИМами. Если в КИМах у нас звучит вот эта формулировка, вот она есть, и чего-то недостает, мы из КИМов прописываем вот сюда вручную. Есть предметы, у которых нет кодификатора. Да, по физкультуре и так далее. Тогда вот в раздел «Дополнительно» из КИМов вот сюда это все дело прописывается. Дальше я сохраняю. И таким образом я добавляю каждое задание. На первый взгляд это очень трудоемко. Для моих коллег это тоже изначально было достаточно сложно. Ну пусть вот максимальный балл 3, например, за следующее задание. Я также выберу, просто я сделаю хотя бы несколько, чтобы было понятно. Да, так. Ну и так далее, можно выбрать все что угодно. Вот, это изначально очень сложно. Что здесь есть хорошего? Если у вас несколько классов в параллели, допустим, все 7-е, у меня их 5, я просто делаю экспорт плана контрольной работы. Я его выгружаю, просто план, вот он у меня выгрузился в Excel, и сохраняю себе на рабочий стол. И дальше мне не нужно будет в другие классы опять вручную это вводить, я просто могу это все импортировать. Я вбила вот некий такой план контрольной работы. Я сейчас, наверное, чтобы зайду еще раз в эту дату и покажу, как это выглядит. Как выглядит готовый план. У меня сегодня был тест из 10 заданий, и после того, как я вбила, у нас появляется, вы вернетесь назад через классный журнал, и у вас появится вот такая табличка. Что здесь вводится? Сюда вводится по работам оценка ученика, отметка ученика за каждое задание, справился или не справился. Вот это я буду делать сегодня, когда буду вводить результаты теста. Но поскольку я делала сегодня тест в виде Plickers, поэтому у меня автоматические оценки уже есть. Дальше я введу, с какими заданиями ребенок не справился. Давайте я вернусь немножечко на другую четверть, чтобы показать, как выглядит уже заполненный. Ну, первый сейчас глянем. Да, наверное, вот. Как выглядит уже заполненный протокол. Вот. Система вам сразу выдаст рекомендуемую оценку, вот она будет, да, и если ваша оценка совпадает, ваша отметка совпадает с рекомендуемой, вы ее просто дублируете сюда, она автоматически появляется в поле в электронном журнале, да, в поле вот за это число. Это что касается протокола. Если есть вопросы в чате, то можно сейчас на них ответить. Пока нет, да? Ладно, тогда мы продолжим. После заполнения протокола контрольных работ, как это можно использовать? Раньше все было очень просто, и прямо здесь у нас был анализ контрольной работы. Сейчас этот блок перенесен в МСОКа. Где его найти, как с этим работать? Ну вот я выберу, например, 7-е классы, выберу период, ну, пусть будет, да, за первую четверть. Выберу отчет, результаты контрольных работ. Если вы посмотрите, здесь отчетов достаточно много. И эти отчеты замы, да, как правило, очень активно используют или сейчас приходят к активному использованию, потому что на самом деле очень сильно снижается нагрузка по написанию разных отчетов.
я сформирую. Давайте я открою все, чтобы было лучше видно. Сейчас он сформирует нам отчет. И здесь мы сейчас увидим полную картину всех контрольных работ, которые были проведены за первую четверть в 7 классе, в данном случае в 7 А. Вот мы с вами видим, что были контрольные по алгебре, мы видим с вами число. И вот здесь очень удачно смотреть, чтобы число, я говорю сейчас про промежуточную аттестацию, да, что это тоже основное требование, чтобы число промежуточной аттестации, та работа, которая проходит, она совпадала. Да, вот здесь вот видно все очень хорошо. Да, и видно весь спектр контрольных работ за первую четверть, которые были в этом классе. Видны также все результаты и индексы по шпаргалке МСОКа мы можем очень хорошо расшифровать. То есть у нас есть полная картина за первую четверть по классу. И вот если вот информатика была 19 числа контрольная работа, протокол вбит, вот здесь вот прячется, я нажимаю на этот квадратик, прячется анализ контрольной работы. И таким образом у вас получается целый пакет документов. Прежде всего КИМы с спецификацией, да, с кодификатором, далее сами тексты контрольных работ. И третий документ – это протокол контрольной работы, который вам больше ничего не надо делать, вам нужно его только распечатать, либо скачать и приложить. Да, и, в принципе, можете сохранить его в своем портфолио, как было уже сказано. Да, видите, объективно, почему объективно выставленная оценка? Потому что рекомендуемая и выставленная оценка совпадают. Если эти оценки не совпадают, ну, будьте готовы это дело как-то объяснить, например, каким-то локальным актом, который у вас есть. Здесь не было, видите, заданий повышенного уровня, задания базового уровня были выполнены на 75%, показателем успешности не очень высоким, как бы не радует пока, ну ладно. И здесь мне нужно провести было работу вот с этим учащимся и повторить с ним некоторые темы, но вот они, к сожалению, не указаны. Кроме того, по этому ребенку я могу сделать индивидуальные результаты освоения основной образовательной программы. То есть вот выполнив такую работу, в принципе, получаете очень хорошую базу, аналитическую базу. Здесь есть много плюсов, потому что контрольные работы по параллели, тексты, как правило, в больших школах совпадают. Вот. И можно с коллегами просто обмениваться как раз вот Excel-файлами. Больше ничего делать не нужно. Да, единственное, что, конечно, таблица уже с результатами будет у вас абсолютно другая. Вот. Кроме того, данный протокол, он позволяет точно так же выбирать отчеты по школе. Здесь есть итоги и по классам, анализ результатов контрольных работ уже в целом. Ну, просто я открою, чтобы было видно. Ага. Это наш модуль республиканский. У РТХ уже есть заявка наша. Они поправят. Дело в том, что такие правки уже были внесены до введения новой версии. Это вот после обновления новой версии. Это чисто наш внутренний косяк, но как бы оно работает. И на школу оно тоже, в принципе, работает. Здесь, ну вот, что последнее? Вот деятельность учителей по предметам. У нас работало. Сейчас посмотрю, потому что я сейчас этим пользовалась. Да? Ну, то есть, сейчас откроется. Да. То есть вот протокол контрольной работы дает поле, на самом деле, для очень большого количества аналитических документов, которые не надо сочинять, не надо где-то выискивать. Очень хороший отчет, сейчас он, к сожалению, недоступен. Там, где мониторинг, по-моему, сейчас. Нет, не здесь, такие отчеты по школе. Сейчас. Вот, текстовый анализ. Сейчас они его подправят, они обещали, потому что задача у РТХ уже есть, текстовый анализ результатов за учебного периода. Я знаю, но просто он недоступен. Да, была такая ошибка, заявку мы сделали, он был доступен до введения новой версии. Это очень хороший отчет, он дает полную картину, и то, что мы делаем, допустим, за первое полугодие, анализ за первую четверть, он автоматически здесь выходит. Я думаю, что в течение вот какого-то времени нам исправят, и в конце года мы сможем этим пользоваться. И по классам полностью очень хороший подробный отчет именно в текстовом варианте. Но он сейчас зависнет, как обычно, но это нормально.
Пока идет загрузка, такой вопрос. Этот протокол будет неверным, если вы указали практическую работу как тематическую контрольную, Нет, так как система учета практических работ как контрольная. Система учета практической работы как контрольная. Этот протокол контрольной работы, я так понимаю, будет неверным, если вы указали практическую работу как тематическую контрольную. Там не тематическая контрольная, там нет такой формулировки тематическая контрольная. Там формулировка тематическая работа. Тематический контроль. Тематический контроль. А Нет. потом к проверочной работе, к лабораторной не надо, протокола не надо каждому составлять. Здесь обязательно на промежуточную аттестацию то, что необходимо для аттестации. Вы договоритесь у себя в школе, допустим, на полугодовые, входной, стартовый и все. Дело в том, что здесь я ее оформляю как тематическая работа, не контрольная работа, а тематическая контрольная работа. Если мне важна эта работа, я заполню к ней протокол, да, если она у меня стоит как вот некая обязательная, да, да, обязательная, как в КТП, и мне она нужна для анализа. Вот, если нет, то я, в принципе, протокол оставлю незаполненным, и у меня просто пойдет оценка. Точно так же не за каждое тестирование, вот у меня было итоговое тестирование, да, поэтому я заполнила протокол. Если это тестирование обучающее тест, то, в принципе, протокол можно не заполнять. Но, опять же, вы регламентируете это все локальным актом образовательной организации. Вы договариваетесь, опять же, с коллегами, точно так же, как и про вес оценок, какие контрольные обязательны для заполнения. Но, в принципе, если у вас есть КИМ к этой контрольной работе, да, КИМы, то протокол, я думаю, что должен быть. Опять же, это наша пуфа. Ну, Виталий, на секундочку пишут, что прервалась трансляция. Коллеги, как у остальных? У одного человека в сообщении в чате, что прервалась трансляция. Ну, к сожалению, сейчас я попробую написать. В этом случае перезагрузиться надо, если у других все нормально. Да, можно продолжить. Да. Ну, я так жду вопросов, потому что, в принципе, про протокол я сказала, про то, как это видно. Кодификатор. Кодификатор, Да. да. Кодификатор, пул планирования, предметы. И нам нужно будет зайти в каждый предмет. Например, мы открываем математика. И обратите внимание, кодификатор начальной школы, кодификатор УГ, кодификатор ЕГЭ. И здесь нужно выбрать тот кодификатор, они обновляются ежегодно. Начальная школа может в этом году тоже радоваться, потому что у них есть кодификатор. Если вы обратите внимание, кодификатор есть новые, да, но не по всем предметам. Да? То есть по физкультуре, например, еще по каким-то предметам его нет, поэтому все равно придется вручную, в соответствии с КИМами, вручную вводить вот эту информацию. Вот. Это все делается в предметах, по любому предмету, если он есть, вот биологию, например, мы сдаем, да, ЕГЭ, поэтому тут кодификатор есть. Вот. Можно сразу выставить. Здесь по окружающему миру мы будем выставлять. Вот. Для этого нужно, конечно, педагогов предупредить, педагогов обучить. Очень много, если вы обратите внимание, коллеги не всегда запоминают алгоритм. На YouTube достаточно много роликов, которые посвящены именно алгоритму заполнения протокола контрольных работ. Вот. Есть наши ролики, я имею в виду ролики, есть ролики наши. Вот. Есть ролики других авторов, которые используют как раз именно ГИС и заполняют протоколы контрольных работ. Поэтому как шпаргалку можно использовать. Нет? Все вроде бы, вопросов пока нет. Ну, если нет, В тогда студии есть вопросы? Пока нет. Спасибо, Анна Витальевна. Так, попробуем сейчас подключить у нас удаленное выступление еще. Попробуем сейчас подключиться. Так, Дмитрий Алексеевич Найда, Выльгардская школа номер 2. Так, наверное, придется Леню звать. Он говорит, что не удается начать.
А он там это самое закрыл просто. Настроил. Недоступен. Внизу, правый панель. Он может что-то говорить. Сейчас. Так, Дмитрий, как вы нас слышите, нет? Почему-то связь здесь. А он же что-то отключал, да. А статус там? Да, вот я и хочу. Вот сетевой статус. Угу. В сети. Ага, все. Так, что-то прерываетесь, но пробивается что-то сквозь спутниковые сети какие-нибудь. Возможно, что-то у нас перебои со связью в районе. Так, более-менее слышно. Значит, вы можете включить демонстрацию своего рабочего стола, презентацию. Нет, равно-то не надо. Дмитрий, вы нас слышите? Да. Ну все, загружайте демонстрацию рабочего стола и демонстрируйте презентацию. Так, видно? Да, все видно. Отлично. Так, я хочу рассказать о своем опыте. Это осуществление контроля за ведением электронного журнала с целью повышения качества образования. Так как в районе у нас электронное образование, можно сказать, что спортом начали заниматься с прошлого года, позапрошлого мы только расставляли итоговые отметки. Вот, поэтому это было наиболее актуально. И мне кажется, по сей день это очень актуальная тема. Итак, контроль. Вот в тестовом режиме, как раз когда был переходный период у нас бумажного носителя на электронные журналы. То есть, что Дмитрий, секундочку, я спрошу, как слышно вас в других... Чуть-чуть помедленнее, кажется. Да, и немножко не торопитесь. Торопиться не надо здесь, потому что идет задержка при трансляции. Помедленнее. Коллеги, как слышно Дмитрия? Дмитрий Алексеевич Найда, заместитель директора по информационным технологиям вы или по УВР? информационные технологии. Выльгардская школа номер 2, село Выльгард, Сыктывдинский район. Можно продолжать. Плохо, правда, слышно, пишут, что плохо слышно, но более-менее попробуем разобраться. Так, контроль. Первое, что мы проверяем, это правильное заполнение тем в соответствии с календарно-тематическим планом. Ну, тут главное проверить соответствие темы и количество часов. Это на начало года. Потом выполнение и отработка практической части программ по учебным предметам. Также надо проверять каждый инспектор, я проверяю реализацию программ. То есть идем силе количества уроков даны. Потом соответствие итоговых ответок среднему баллу. Учет посещаемости, правильное составление текущих отметок, своевременная отдача тем уроков, контроль за оформлением видов заданий и соответствие веса отметки видам заданий. Ну, а сейчас поподробнее. Вот, например, правильное заполнение тем в соответствии с календарно-тематическими планами. На начало года, например, заместитель директора по УВР проверяет в бумажном виде все тематические планы, а дальше моей помощи по пригрузке в систему, ну, также правильность соответствует важными вариантами. Потом реализация программ и объем. У нас в отчетах есть такая функция, мы можем посмотреть учет учебных часов учителя. И вот, к примеру, на конец года система сама подсчитывает количество данных уроков и подсказывает нам, сколько осталось уроков, которые не были даны. То есть эти темы не были использованы в календарно-тематическом плане. Для этого, если потом по факту приходится разбираться, то есть спрашивать учителя, если он эти темы дал, то
мы начинали выяснять. Бывает такое, что у нас были такие моменты, что, например, вот 1 сентября у нас, например, он есть, когда в журнале, но занятий в этот день не было, и мы занятия отменяли. Вот это была ошибка, потому что потом получалось по факту так, что на конец года у нас оставались темы, которые не были, так скажем, проставлены в нашем журнале, потому что для этого не было часов. Приходилось на конец года просто добавлять часы, уроки, на которые проставлялись эти неучтенные темы. Потом, соответствие отметок к среднему баллу. Ну, как нам уже рассказал Кирилл Витальевич, то есть надо хорошо отслеживать. То есть есть учителя, которые не обращают внимания на среднюю оценку, которую выводит сам журнал. И получается так, что, например, у кого-то выходит там, например, почти 3,9, они ставят, например, оценку 3. Ну, это грубое нарушение. Вот, за этим приходится очень внимательно смотреть. Это вот, я повторюсь, что это было особенно актуально на первый год работы с журналом, так как много очень возрастных педагогов, которые, так скажем, вообще даже боялись работать с компьютером, не то что свободно выходить в интернет и пользоваться электронным журналом. Но мы этот этап прошли, создавали специальные курсы для работы с учителями. Мы их учили, как работать с компьютером, как выходить в интернет и так далее. Это очень такая была большая работа. Также мы боролись с тем, что, например, не все классные руководители или учителя-предметники недобросовестно вели учет посещаемых. У нас в школе есть такой журнал, ну, в случае там чрезвычайной ситуации и так далее, который находится в учительской, и на начало дня все классные руководители проставляют, сколько детей отсутствует на сегодняшний день в их классе. Благодаря этому журналу я мог сравнивать выставление посещаемости в электронном журнале и с фактическим посещением учеников. То есть вот такая вот полезная функция. Можете взять себе на заметку, если у вас есть такие журналы, да, бумажные, в которых отмечается количество детей, пришедших на уроки, и количество отсутствующих, то достаточно легко потом проверить, все ли учителя и классные руководители выполняют учет посещаемости в электронном журнале. Также своевременное составление текущих отметок. Здесь, в принципе, все просто. В отчетах у нас есть своевременное составление текущих отметок. Такая категория, и мы, например, расставляем количество дней, прошедших даты последнего нанесенного урока для текущего дня. Ну, обычно я беру неделя, да, если у нас урок раз в неделю проходит, то учитель должен за эту неделю зайти и проставить, так скажем, отметки, посещаемость и прочие сведения. Поэтому легко было вычислить тех, кто, скажем так, не вовремя заполняет свои электронные журналы. Так, работа. Ну, конкретно я каждый период проверяю журнал. Первое время я проверял журнал 2 раза за период. Сейчас я обычно проверяю журналы в конце учебного периода. То есть по окончанию четверти я проверяю все журналы. Это, скажем так, не быстрая работа. Но по итогу я пишу справку, в котором директор школы пишет приказ, перечисляются недостатки по работе и так далее. Ну и по результатам приказа уже проводятся работы с теми, кто ведет несвоевременное заполнение журнала или, так скажем, недобросовестно относится к своим обязанностям. А потом я веду повторную проверку, исправили педагог свои недостатки или же нет. Ну, соответственно,
Если возникают у него какие-то трудности, то я работаю с ним, помогаю ему, чтобы все это, чтобы у него все получалось как надо. Если вести контроль, да, вести контроль приходилось 2, а то и по первое время я 3 раза отвечать проверял, чтобы выявить проблемные моменты педагогов и своевременно, так скажем, помочь решить эти проблемы. Нам удалось добиться повышения качества. То есть в 2015-2016 учебном году качество у нас было 37%. Но с введением электронного журнала и своевременным частным контролем это позволило нам добиться увеличения качества до 42,7%. Вот. Поэтому, и что очень важно в контроле, потому что у нас, вот, например, также модуль есть консолка, про который мы сегодня говорили, и так далее. Если не вести контроль, все отчеты, можно сказать, теряют свою актуальность и становятся, мягко сказать, дают нам неправильный результат. Что я хочу еще сказать по модулю консолка. Была такая проблема, наконец, второй четверти. Вот. Поэтому я вас хочу предупредить об этом. Сейчас я вам покажу, в чем проблема. Есть отчет по школе, пункт 7.1, который называется персональный контроль результатов. Так, сейчас я начну. Персональный контроль результатов деятельности учителей. По этому отчету мы готовились, например, к педсовету, чтобы выяснить, у кого какие моменты западают и так далее. Вот у нас пример, например, учитель Петрова Вера Вадимовна. У нее было 14 неосвоивших стандарт. То есть контрольные работы дети писали, так скажем, на двойке или не справлялись с контрольной работой. Но выяснилось следующее, что у некоторых учеников, например, вообще не было двое, не только за контрольные работы, но и текущие отметки и так далее. Двоек вообще не было. То есть откуда берутся эти дети, было непонятно. Соответственно, вот составлен был документ, да, в котором были указаны эти замечания. И по результату получилось следующее, что эту ошибку исправили. И вот если посмотреть тот же самый период второй четверти, да, то получается, что у данного учителя стало 5 таких моментов. Я повторяю, что исправлять там было нечего, я сам проверял, то есть если я убираю двойки и так далее, и проверяю вам сколько, то количество не освоивших стандарт не менялось. Вот. Поэтому, прежде чем использовать результаты модуля МСОКа, надо все равно проводить дополнительную проверку вручную. То есть адекватно ли он показывает данные. Но, видимо, это из-за последнего обновления, потому что в прошлом году этот модуль работал адекватно. Так, Дмитрий, но это, скорее всего, после обновления появилось, да? Да. Я вот хочу спросить у коллег, вот есть такая проблема, мне первая школа звонила, пропадают предметы в дневниках учеников. То есть в журнале есть, но в дневниках некоторых предметов у нас в основном информатика. Почему-то один предмет постоянно у нас отсутствует. Вот первая школа звонила, они говорят, у нас общество. В дневниках детей. То есть у нас все нормально, в журнале он отображается, в расписании он тоже есть, а в дневниках детей его нет. Оценки они могут посмотреть из отчетов, которые есть у них в дневниках. Я вот хочу спросить, если у кого-то такая проблема, может, они как-то смогли бороться с ним и так далее. Проверка показала, что все было заполнено правильно, и первая четверть было все хорошо, все нормально. В принципе, ничего в течение года там не несло. Даже расписание немножко менялось, но учебные часы, подгруппы,
и все остальные такие моменты, они остались совершенными. Видишь, там, может, чуть-чуть расписание поменялось. У нас тут в основном отсутствует информатика, но там есть особенность. Информатика и английский язык делятся на две подгруппы, которые идут в разные классы, а потом меняются. На следующий урок они меняются. Вот. Английский обычно присутствует, а информатики нет. Такие моменты. До этого тоже после обновления, когда было сейчас глобальное обновление, до этого все было хорошо. Дмитрий, ну вот коллеги в студии говорят, что у них такого не наблюдалось, но я предлагаю, если такие случаи бывают, вы, по-моему, мне писали, да, отправлять нам скриншоты, мы будем разбираться с разработчиками. Ну, как бы вот у тех, кто здесь присутствует, говорят, что такого не было. Коллеги, если есть вопросы, может быть, к Дмитрию в чате можно задать вопросы. Ну, вроде бы вопросов нет. Спасибо, Дмитрий Алексеевич, за ваше выступление. Я думаю, может быть, кто-то из коллег воспользуется вашими рекомендациями и, так сказать, планами работы. Если не возражаете, мы вашу презентацию выложим где-нибудь в общем доступе. Спасибо, нет, я не возражаю, конечно, можете использовать. Спасибо. Коллеги, еще один момент по презентации вот, Дмитрия Алексеевича. Я хочу обратить ваше внимание на этот момент. Были закрашены фамилии детей. Давайте вот на будущее, если у нас будут какие-то выступления такие, где видны фамилии детей, и мы видим конкретную организацию, давайте будем стараться аналогично поступать, то есть вот, прятать фамилии детей, фамилии учителей, дабы не нарушать 152 ФЗ по защите персональных данных. Если не возражаете. Дмитрий, спасибо, я тогда вас отключаю. Спасибо, до свидания. До свидания. Коллеги, Дмитрием еще был поднят еще один важный вопрос, на котором я хочу заострить ваше внимание. Это учет посещаемости детей, особенно начальная школа. Потому что сейчас было вот несколько звонков, что не сошлись отчеты не сошлась посещаемость по журналу и с отчетом по столовой. Сейчас это тоже на контроле все. Ну и пришлось там руководителям писать объяснительные, почему, значит, дети отмечены были, что в журнале, что их не было, а в столовой отмечено не было. Обращаю внимание, до конца учебного года, до закрытия этого года, проверьте все основательно, посещаемость в начальной школе, чтобы у вас все сходилось со столовой по бесплатному питанию. Чтобы количество пропущенных уроков у вас в журнале соответствовало. Если он ушел после второго урока. Значит, Второго урока его и нет. да. Ну, то есть, скорее всего, он мог покушать. Да, он мог покушать. Да, на остальных уроках он был. То есть, вот на это прошу обратить внимание. Еще возникал вопрос с выставлением итоговых оценок за учебный период, в случае, если ученик выбывает у вас из школы. Ну, я такие вот несколько вопросов сейчас по памяти вспоминаю. Если вы выставите ему итоговую оценку за первую четверть, предположим, он в середине первой четверти выбыл, и он у вас в журнале еще до конца четверти будет числиться. И если вы ему хотя бы по одному предмету поставите оценку итоговую, то это пойдет в отчетах уже, что у вас не выставлены оценки данному ученику. То есть процент выставленных оценок будет влиять на процент. То есть не по одному предмету ему оценки не выставляем, тогда в отчетах это учитываться не будет. Обратите тоже на это внимание. Ну и, соответственно, если ученик прибыл там в середине четверти, то, естественно, за учебный период мы ему выставляем оценки, потому что он пришел с какими-то оценками, получил у вас еще отметки, естественно, итоговую отметку и выставляем. Коллеги, вопросы? Андрей Борисович, может быть, вы тоже хотите какие-то свои замечания, там, предложения высказать? Можно ли задать вопрос Руслану Алексеевичу как раз по оценке, по которой вы сейчас сказали? Когда ребенок переходит из школы в школу, он в школу, соответственно, несет какой-то, ну, когда в середине, да, вот, например, учебного периода, он несет, соответственно, табель тех оценок, которые у него были, ну, условно говоря, там, за сентябрь.
Да? Каким образом эти оценки учитывать в журнале, если, например, у него в октябре, скажем, там оценки, средняя там, оценка идет 3, а за сентябрь, например, у него средняя оценка, условно говоря, идет 4,5. Вот, то есть получается, что сентябрьские у него сидят в школе, откуда он ушел, а октябрьские уже в школе, куда он пришел. Вот как это учитывать и выставлять соответствующую оценку итоговую с учетом всего периода, всех оценок периода. Ведь понятно, что журнал электронный за октябрь будет предлагать выставить более низкую оценку, нежели должна быть выставлена за весь учебный период ребенка. Ну, я думаю, что здесь нужен индивидуальный уже подход к этому ученику. Конечно, вопрос как бы такой сложный и непонятно. Либо учитель в той школе завышал оценку, либо в этой школе занижает оценку. То есть вопрос действительно такой. Но я не думаю, что это будет массово. Я думаю, что в большей степени такие случаи могут быть единичными. Как-то уже на уровне образовательной организации этот вопрос какими-то локальными актами должен регулироваться. Коллеги, вы как думаете? Или вы прослушали вопрос? Прибыл к вам ученик с четверками, а стал учиться на тройке. Какую ставить оценку? В сентябре у него были четверки, в октябре тройки у вас, а в той школе четверки. Есть локальный акт в каждой школе внутренней о зачете из других организаций. Да. Нет, зачет-то мы зачитываем. Но вот были четверки, а здесь пошли тройки. Или наоборот, там были тройки, а пошли четверки. Что ставить за четверть? Сентябрь четверки, октябрь тройки. Мы ставим за... Ну, я тоже придерживаюсь того мнения, что должны ставиться на основании локального акта той организации, в которой ребенок учится. То есть тогда получается, что такому ребенку может быть выставлена оценка, не соответствующая средней предлагаемой оценке электронного журнала, она будет разниться, да, и это ничего страшного, потому что у нас есть соответствующие документы и, соответственно, нормативные локальные акты, которые регламентируют данную деятельность. То есть в этом случае тогда допускается, видимо, разночтение между той, что средняя оценка предлагается журналу, и что учитель непосредственно выставляет за учитель. Ну, понятно. Значит, поступил вопрос, как быть с учеником, если он пришел к вам из другой школы и в той школе был переведен условно. Да, значит, здесь это сложный вопрос, потому что перевести ребенка в следующий класс может только та школа, в которой он учился. То есть, ну, здесь как бы не взять этого ребенка вы не можете по закону. Зачислите, я его Нет, я его зачисляю в предыдущий год, который он еще не сдал. Он его заново осваивает. Да. Ну, как вариант. То есть на этот момент вам надо предусмотреть, наверное, тоже какую-то запись в своем локальном акте. Вот такие нюансы выскакивают. Вот я думаю, что образовательная организация на сегодняшний день должна предусмотреть это в своих локальных актах. То есть условно переведенного ребенка сажаем, наверное, на класс ниже, то есть тот класс, который он не освоил. Либо предложить родителям в срочном порядке сдать задолженность в предыдущей школе, чтобы они ликвидировали эту задолженность в срочном порядке, чтобы вы могли перевести его уже, посадить в следующий класс вполне законно. То есть, я думаю, надо в локальных актах образовательных организаций этот нюанс тоже предусмотреть. Ну, вот как бы смотрите, на ваше усмотрение уже. На усмотрение тех локальных актов, которые у вас есть в школе. Коллеги, спасибо большое всем за участие. Присылайте свои вопросы, адреса вы наши знаете, на сайте все есть. Для организации, как бы, может быть, в других организациях большой опыт у Воркуты, я знаю, есть по работе с классным журналом, по работе в ГИСЭО. Если какие-то изюминки, нюансы, мы ждем. Я думаю, аналогичную встречу проведем еще и в будущем. Спасибо всем за внимание. На этом заканчиваем. До свидания, до следующих встреч. Так.
Так, теперь вопрос, как... Вот это уже когда уже был зачислен очень в документах. То есть был условно переведенный, об этом никто как бы не знал. То есть документы они отдали, вам пришел на условно переведенный. Выяснилось, что просто непонятно. То есть вопрос сложности как раз именно. Мне кажется, это должна быть эта школа, в которую он уходит. То есть они ликвидируют